Здравствуйте, друзья! Вот и закончился еще один тяжеленный месяц лета. Лето – это сезон, когда люди отдыхают, расслабляются, забывают и о нас тоже, а мы пашем в ускоренном темпе, чтобы что-то успеть отремонтировать между прошлой зимой и предстоящей. И как всегда, летом есть возможность, пока без дождей и мороза, пока не лопнули трубы, отремонтировать все то, что касается хотя бы воды, чтобы не остаться в зиму без воды. Но, увы, летом еще хуже. Не наскребаем на оплату передержек 250 собак. А значит, ремонтировать не на что. Пока срочно доделываем то, что начали. Зонирование собачьего дома. Без этого тоже нельзя. С другой передержки перевезли забияку, который там задирал небольших собак. В надежде, что здесь с большими он будет вести себя иначе. Вот и тусуем их по характеру, по комплекции, по полу, подбирая, чтобы не дрались. Друзья, небольшой расклад по финансам. За последние дни августа поступило вместе с финкураторскими деньгами от финкураторов, все вместе, если сложить, 81 550 рублей. Если делить на имеющихся 250 собак, то это получается по 326 рублей на собаку за текущие дни. Одна собака обходится в день 250 рублей вместе с кормом. Это в день. Умножаем на 250 собак. Получается, в день надо оплатить за все передержки 62 500 рублей. И так ежедневно. А мы 81 тысячу собрали за 5 дней. Значит, я оплачу всего лишь 1-1,5 дня. Остальные дни опять зависает долг. И так от сбора к сбору. И так долги копятся за каждый неоплаченный день. От месяца к месяцу. Вы знаете, друзья, вот таких проблем не было раньше. Они появились с 2023 года и по возрастающей. Невозможность быстрых переводов из-за рубежа очень сказались на содержании собак, на оплате передержек, на решении ремонтных проблем. Зимой, когда замерзает вода в трубах, потому что летом не на что ремонтировать, то за водой ездить на другую улицу к колонке много не привезешь. Да и не сразу поедешь за ней, только после выгула собак, когда загонишь их домой, рассадишь по зонам, только тогда можешь поехать на колонку с тяжеленными бочками. И если есть на что заправить машину, иногда денег нет даже на бензин. Вот такие проблемы проживает передержка изо дня в день, думая не о себе, на что поесть, а думая о собаках. Хватит ли корма, чем напоить и на что отремонтировать до наступления холодов. Друзья, отдельными суммами мы собираем только на лечение и стерилизацию. Это разовые оплаты, не ежемесячные. И если на лечение вы еще помогаете, то статья расходов на кастрацию и стерилизацию совсем плачевна. Видимо, считаете, что это не очень важно, не смертельно. И только мы понимаем, как это страшно в большой массе собак, как некастрированные могут драться с кастрированными. Поэтому на всех передержках сами хозяева уже знают, что сразу по приезду вызывать врача. Даже если нет денег, их надо взять из сборов корма. Но стерилизация важнее корма, и это закон. Но передержки бывают разные. И меня судьба покидала и на неблагополучные тоже. И это передержки, где стерилизацию не считают срочной и важной процедурой, когда в течение года не находят время принять врача, как бы я ни упрашивала и не убеждала. На все мои уговоры слышала отказ. То болит голова, то почки отваливаются, некогда заняты, уезжаем, жара и так далее. И как итог, через полгода, уже перевезя собак на другие передержки, начинаются проблемы с течкой, драками, возмущением, почему они не стерильны, возмущаются хозяева новых передержек. Когда передержка занимается собой, а не собаками, и в данный момент проблемы сейчас возникли, когда началась неожиданно у собак течка. И надо срочно стерилизовать тех, которые бунтуют, нестерильные, которые сносят двери, из-за которых стоит лай среди кобелей.
наркоз подорожал. Если раньше операция стоила 5000, то сейчас 7 и 8, в зависимости от веса. Есть собаки, которые спасены щенками, а сейчас они выросли. И пока не начали плодиться, надо их срочно стерилизовать. Помогите, пожалуйста, на срочные стерилизации. Если я раньше брала из денег корма, то, как вы понимаете, теперь корма еле хватает. Из них уже не возьмешь на операции. Пожалуйста, помогите на эти стерилизации. Стерилизации начали полным ходом, оплатить нечем. Пожалуйста, помогите.